Национальной борьбой хуреш я начал заниматься с раннего детства. В 1991 году на национальном празднике Надым стал победителем. Это стало началом побед. Благодаря национальной борьбе хуреш, как фундаментальной борьбе, мы смогли адаптироваться под новый для нас вид борьбы – сумо. Сильнейший борцы, можно сказать, планеты сейчас на нашу дойдет. И вот мы смотрим, как они борются за золото чемпионата России. И Мангуш выигрывает. В 1998 году наш уважаемый тренер Радислав Алашолович предложил нам поучаствовать в международном турнире по сумо в Москве. До этого я раньше борьбу сумо смотрел только по телевизору. Мы ни разу не видели спортсменов такого телосложения и даже не предполагали, что сами будем там участвовать. И там я, одержав победу, стал чемпионом. Наверное, это и стало стартом развития борьбы сумо. Наш учитель Радислав Алашолович, заслуженный тренер России, был для нас не только тренером, но и старшим братом и наставником по жизни. В Москве мы жили у него. Для нашего тренера эта борьба была в новинку, но его непоколебимая уверенность и вера в нас придавала нам сил. Сборы проводились месяцами, а отдых между ними составлял всего неделю. За 7 дней мы не могли уехать домой в связи с тяжелыми временами. Мы сильно тосковали по дому, но наш наставник не переставал повторять: для того, чтобы достичь мировых высот, нужно чем-то жертвовать. Тем более у него дома мы чувствовали себя как на малой родине. Его супруга старалась создать уют и всегда баловала нас национальной тувинской кухней, что придавало нам сил. Сегодня вспоминаем его и понимаем, какой большой вклад он внес в развитие не только российского сумо, но и всего тувинского спорта. Обычный тувинский парень из села, который смог оставить след в истории мирового спорта. В честь нашего тренера мы провели 3 международных турнира по сумо, где участвовало много именитых спортсменов со всего мира, чтобы увековечить память о нем. В 1999 году мы вместе с Начин Моге, то есть Соколом, Кандемиром Каноловичем, выиграли путевку на чемпионат Европы, где завоевали золотые медали, чему были несказанно счастливы. Далее на чемпионате мира в Бразилии в 2000 году я завоевал золотую медаль, а Кандемир стал серебряным призером. После успешных выступлений мы стали лидерами своих весовых категорий, повторили свой успех на чемпионате мира в Японии в 2001 году, где я стал 2-кратным чемпионом мира, Кандемир стал бронзовым призером. Раньше по сумо побеждали только спортсмены из Японии и Монголии. Первую победу России на чемпионате мира принес наш спортсмен Кучутан Моге, то есть Исполин Аяс Семисолович, чем очень горды.
И это благодаря широкому взгляду нашего тренера Радислава Алашоловича и его начинаниям. Со временем мы сами стали тренировать будущих спортсменов. Радислав Алашолович передал эстафету Кандемиру Каноловичу в продолжении его начатого дела – развитии сумо среди наших спортсменов, и был назначен президентом Федерации по борьбе сумо в Республике Тыва и главным тренером сборной Тувы. За 24 года упорной работы на сегодняшний день в нашей сборной 13 чемпионов Европы, двукратный чемпион мира, 5 призеров чемпионата мира и победитель всемирных игр. Среди молодых около 20-30 спортсменов, победивших в первенствах Европы, 2 победителя первенства мира, более 60 мастеров спорта международного класса, 10 человек. Заслуженных мастеров спорта 2 и 3 заслуженных тренера. А дорогу к этому открыл наш наставник, у которого на сегодняшний день много последователей, молодых спортсменов и тренеров. И теперь чемпионат России по борьбе сумо 2022 будет проходить впервые в Республике Тыва. Мы приветствуем всех участников и гостей нашей республики. Добро пожаловать в центр Азии.